Потом... Алена, зачем вы врете? Вот, Нет, знаете, мне почему стыдно. я вру? Врешь ли вы А вы конкретным скажите, образом? что у меня вот такой воды не было, Покажите, я вам не звонила. Покажите. Мы всю весну просили, чтобы вот это прочистили арык. Теперь вся вода вот у нас здесь стоит. Что нам теперь делать? Объясните. У меня маленький ребенок в доме. Мне теперь куда идти? На крыше жить? Как Карлсон или что? Почему у нас сразу не делается все? Через одно место делается. Объясните, пожалуйста. Вода до куда доходила? Ну, она вот так вот была, говорю. По колено, получается. На этой улице в городе Ерейментау в Акмолинской области к паводкам готовятся заранее. Местная жительница Екатерина показывает свой двор. Говорит, вода, бывает, стоит по колено. Так было в прошлом году, в этом уже привычная тревога. У нас нет совсем вот здесь вот арыка. Они, получается, засыпали его. Когда дорогу делали, мы тоже бились тут лет 8, наверное, за эту дорогу. Но, слава богу, спасибо, проложили этот асфальт. Но сделали другую беду нам. Засыпали арыки, получается, и нас топит теперь. В прошлом году нас топило, позапрошлом году нас топило. Вот эти вот 2 года, в этом году не знаю, вот говорю еще, только начинаю. Ну ждете, опасаетесь, что может затопить, Конечно, да? конечно, если 2 года топило, то в этом году как бы снега немало. И мы, видите, в низине находимся, и вот отсюда, с этой стороны, с города, получается, вся вода идет к нам. Дело осложняет не только страх подтопления. В ее семье тяжело больной родственник. И этой зимой, рассказывает женщина, к ним не смогла проехать даже скорая. Двор был занесен снегом. Его убрали своими силами. Наняли технику, вывезли сюда же вот на обочину. Говорит, по-другому тогда семья просто не смогла. Но, по словам Екатерины, именно это вызвало претензии со стороны местных властей. Получается, со двора вывозили вот сюда вот, на обочину, и вот также возле нашего дома тоже вывозили снег весь. Приехал Аким, сказал, что мы не имеем права этого делать. Нужно нанимать транспорт, все вывозить самим. Я ему говорю, у нас и так сейчас такое положение, что мы чуть ли не готовимся уже к похоронам. Отдельный разговор об арыках. Раньше, вспоминают жители, вода уходила по каналам. А вот после ремонта дороги, говорит Екатерина, часть из них оказалась засыпана. И талая вода с улицы собирается уже у их дома. Они выкопали эти арыки, этих булдыжников в земле вот так вот накидали нам, и все на этом. Хотя я их попросила с той стороны, чтобы был отвод этой воды, чтобы она к нам не шла. Сейчас опять будет в доме вода. Человек в тяжелом состоянии, 3 маленьких детей, самому младшему 2 года. Я не знаю, что мы будем делать. Муж на вахте, у сестры муж тоже на вахте. Мы сейчас вот в один дом сбились, потому что по-другому никак мы не можем выжить. Теперь вот это вот все у меня дома. Кто мне вот это вот все восстанавливать будет? Вот это вот кто будет восстанавливать? А? Не скажете? А вот это другое свидетельство напора стихии, тоже от местной жительницы. Впрочем, как нам удалось потом узнать, местный акимат пообещал все оперативно исправить. Еще одна горожанка Алена, она, кстати, обратилась к нам в редакцию, тоже страдает от воды в доме и требует ответа. Почему это происходит 2-й год подряд? Эту комнату я даже высушить не могу. Вот она. Это моя спальня детская. Вот смотрите, я вот как линолеум, вот вы видели, линолеум на улице лежит. Вот, она вся сырая. У меня вот под линолеум, смотрите, до сих пор вода. Я вот визуально вот это все как бы на линолеум повытирала, вот здесь вот все. А здесь вот, смотрите, здесь все сыро. Здесь все сыро. У меня вода была в доме. Прям в доме вода. Вот. Вот. Смотрите, что творится. У меня вот вымыто было вот здесь вот все. Вы представляете, что у меня было дома? Алена показывает нам стены своего жилища. Штукатурка сыплется. Также она жалуется, что в комнатах стоит сырость. Говорит, после подтоплений пришлось поменять всю технику. Телевизор, холодильник, стиральную машину. И даже сейчас, уверяет женщина, спустя время в комнатах остается тяжелый воздух, а полы до конца так и не просыхают. До этого вообще у меня по колену воды было в доме. Вы представляете, вот что творится, каково моим детям?
Они с того года в этой сырости живут. Прямо сейчас Алена показывает, откуда, по ее словам, в дом приходит подтопление. Говорит, после того, как со стороны степи проложили трубу и прокопали арык, поток изменился. И сейчас идет прямо через улицу к их дверям. Вот этот вот арык они накопали со стороны степи на наши дома. Вот они вот здесь, вот смотрите, сделали трубу. И прямо вот все туда вот уходит. Они направили на наши дома. Наш идет, получается, дом на склоне. Оно во время потопа, вот когда идет пик, вся вода у меня в доме. Потому что дом мой идет на уклоне. Он идет как в ямке, получается. Звоню я Ахметову Талгату. Талгат Ахметов сперва поднимает трубку. Все, мы технику. Талгат Ахметов, ваш Аким, да? Да, это наш Аким. Он все, нам якобы технику все отправляет. Он прекрасно понимает, что меня топит. Он знает. Он это открыл. Не контролирует ни уровень воды. Он ничего он не смотрит. Час его нету. Вода наполняется уже в доме. Мой ребенок идет со школы. Или идет вот даже вот просто. Он подошел к двери, его ударило током. Он мне звонит: мама, меня ударила током ручка. Я говорю: сыночек, давай выключи рубильник и зайди домой. Он открывает дверь, ему вода хлынь на ноги. У меня было по колено воды. Было в том году потоп этот, и в этом году этот потоп. Вот эту девушку, при том, уже сколько неоднократно топила. Топила, вот в этот раз затопила, в том году затопила. Я тоже боюсь, я не хочу жить как лягушка. Чтобы у меня весь дом был. Я ночью сплю и боюсь. Я хожу, охраняю свой дом. Думаю, не дай бог, вся вода поднимется, что будем делать? А это соседка Алены. Женщина переехала в Ерейментау из Астаны, хотела размеренной деревенской жизни. Но, похоже, не рассчитала, что местные пейзажи временами будут напоминать влажные тропики. Здесь у нас вообще река Волга проходила. Издалека долго, да? Да, сдалека, как вообще. Ну, примерно она проходила сколько у нас? Нормально. Как в обед я вышла, в магазин прихожу, а здесь у нас уже вовсю река Волга протекает. Ко мне во двор. Ну... Во дворе много воды у вас стояло? Ну, во дворе нет. В принципе, нет, не так много, но опасность была, что она могла подняться и домой зайти. Ага, вы, получается, переживаете, что может и дом подтопить, да, в случае чего? Ну, конечно, если большой поток будет, нас всех здесь прихватит. Вы посмотрите вон туда, вон на поле. Да. Там Красное море. У вас здесь вообще водоем на водоеме получается? Да, вот только русалок пустить. Ну, за русалками, наверное, в Акимат вам нужно обратиться. Вы обращались, говорили о проблеме? Да, как-то говорила, приезжали, покопали там у меня лунку и уехали. А я говорю, а когда он с той большой трубы пойдет с горы, весь снег, когда растает, что будем делать? Плыть? Плавь пойдем. Основное желание местных — это дорога и нормальный отвод воды. Вот в Акимате, говорят они, обещали обсыпать все щебенкой. Правда, летом. Зачем вы тогда на народ пришли, если вас не интересует народа проблема? О, как Почему? вы... Нет, если вас интересовало, я в 9 дома, начало 10 выкачиваю, все вот Алена, это вот с супругом. Қойыңызшы же. Мен қойыватқан жоқпын, а сіз неге қойған жоқсыз? Ұрсытсаңыз телефонда и все ана Сіз күні. үйде жоқ деп айттым. У вас үйде жоғын зачем айғалайсыз дедім, мен сізге айттым. Сіз маған телефон айғал, мен сізге айттым. Маған айту айғаламаңыздар. Сұрадыңыз ба? Мен мұнда келіп Мен тұрмын. жағдайымды сұрадыңыз ба звондап? В прошлом году вам дали с государства деньги? Вы что Мне дали сделали? копейки. Как Я дали? сделала 580 тысяч. ремонт. 580, я себе линолеум Вы- постелила. К дому Алены приехал Аким города Талгат Ахметов. Проблема есть же, да, вот с подтоплением? Вы ее Проблема- как бы подтверждаете? Подождите, у нас проблем нет у нас. Мы в прошлом году вырыли здесь арык полностью. Смотрите, она идет, мы его даже увеличили. Но поток, который идет со степи воды, он не успевает. Что, талая вода? Талая вода со степи идет, которая. Нет. Вот вы говорите, открыли. Пожалуйста. Давайте вон туда проедем. Вот, Я здесь живу 15 лет. Я живу здесь этого не 53 было. года. 53 года. Здесь я работал и Да, можно тут, допустим, что-то сделать? Или это естественная такая вещь, и ничего поделать нельзя? Ну, Алена Михайловна не дает разговаривать. Қараңыз,
Мен бәрін Давайте түсініп жатырмын, ұрыспай, бірақ та ол дұрыс қараңыз. емес сіздікі. Сіз ана жылы маған айттыңыз, мына жерге щебенка төселеді, мына жер жол болады. Кәне, мен жолым қайда Мына мұнда? щебенка болмаған. Элементарный светтің Мына өзі щебенка жоқ мына болмаған. жерде. Светтің өзі жоқ қой. Ана манайға Сіз тыңдайсыз ба, бізді тыңдамайсыздар? Мен сізді тыңдаймын. Сіз Қараңыз. мені ана жыл тыңдаған Ана жоқсыз. труба, Ана жыл тыңдаған ана жоқсыз. труба ғой сізді нетіп жатыр. Неге ана жыл бізде, ана жылдар неге болған жоқ онда бізде? Былтыр Айтыңызшы. болды ғой, алдыңғы жыл Жоқ, болды. 2 жыл ғана болды. Он с той трубы, видите, он с трубы. Вижу, да. Со той степи заходит вся вода, вот вся талая вода заходит в город. Не только вот этот. Здесь труба есть, вот здесь труба есть, на Карасу есть труба, на Шанхае раз, два, 3, 4 трубы есть, которые все со степи воду принимают. Ну, со степи. Она приходит к нам, она никуда не денется, потому что она, ну, понимаете, да, со степи. Ваши дома, ну, при чем тут ваши дома? Да вы не идет она к вам дома. В смысле, у меня Не в доме вода стоит, и она не идет? Вы живете на болоте, вы понимаете? Я не на болоте. Вы живете на болоте. На вот окраине, вот эти дома. Почему Сверху ваши вода в дом. соседи, вот кроме вас, Потому кроме вас что- никто не жал? Вот Потому вас что они боятся, они только вчера хотели выходить, а сегодня не выходят. Алена настаивает, вода в доме – это вина Акимата из-за необдуманного, по ее мнению, решения прорыть арык. Алена Михайловна, давайте так, зачем голословно говорить? Я За всю- голословно не голословно говорю. вы говорите, за всю Я- зиму, которую мы здесь Почему у были, меня тогда всегда была машины дорога, соседские всегда. стоят возле Все дома? время была дорога. Почему? Когда у нас Верментау буран идут, вам это надо невозможно. свои же улицы только почистить, правильно? вы говорите? А наши улицы пускай вот так. И Ваш пускай, когда переулок, будет потоп, вы скажите, потоп. Алена, зачем вы врете? Вот, Нет, знаете, мне почему стыдно. я за то. вру? Врешь ли вы А вы конкретным скажите, что у образом? меня вот такой воды не было, и Покажите, я вам не звонила. покажите. Я вам Вот звонила, покажите. Я вам тоже я могу вам видео показать, звонила. что мы каждый видео. день здесь. Ой, ё-моё, вы кажете, Да, я конечно. здесь живу, вот такой Да, воды не было. Скажите Где? у меня, вот такой воды, вода не собралась у меня. По дороге шла вода Как такая. по дороге? Это По вот дороге здесь вот шла это вода, вся вы что была, вы говорите? И она оттуда все ко мне пришло. Скажите, из-за Из-за чего? чего? Из-за того, что степную вот эту воду открыли вы. Зачем вот это вы все пооткрывали на эту сторону? Зачем? А куда, Зачем? вот скажите, куда? Ну ладно, это надо нам на дома открывать, да? Но Акимат возражает, система наоборот была сделана, чтобы отвести воду, и без этих работ было бы еще хуже, говорят чиновники. И вообще проблема в самой степи. Весной с нее стекают талые воды, и вот этот объем не всегда удается контролировать. Ну, действительно, подтапливает, да, есть такая Она вот посмотрите, когда вода идет, вот этот арык не успевает. Здесь поднимается сантиметров на 20 вода Надо по трассе наблюдать. Вы идет. говорите, что всегда так тут было. Всегда идет Когда она. я здесь 15 лет живу, Что вот вы это за- второй Нет. год только. Когда Это снег со второй степи год. в этом году, когда большой Второй снег, год. он идет. Нам- Когда в степи мало снега, он уходит потихоньку, идет по Надо это рыку. убирать, Но всё если устранять. я же не могу в степи Я вам сказать, чтобы звоню, столько почему снега не вы- лежало. Я Ну, вам- Она не послушает, да. она, конечно, меня не послушает. В степи скажу в этом году, чтобы столько снега не было. Вы говорите, что вы все контролируете. Конечно. Вода поднялась, я дома. Почему вы ко мне не зашли? Если вы контролировали вот это все, уровень воды, я в доме. Я в доме выкачиваю у себя воду, вот это вот своим этим всем прибором, как говорится, супруг мой все выкачивает. Что Закрыто. касается вот этого АРК, это необходимо было его, да, так трубу проложить? Естественно. Почему? Ну, чтоб В дома рамках топило. реализации комплексного плана по плану инженерной защиты на паводке период 26 года нами было запланировано рытье. Вот этого не было. Вот это не вовсе было. отсутствовало. Труб отсутствовало. Ага. Да, Это вода вы поступала- проложили, получается? Да. Да, городской акимат. Вода прибывала, так и она вот бежала по дороге. Дорога была ниже уровня. Здесь это все видеофиксация и фотофиксация, все. Вот эти труб отсутствовало практически. Арочной системы отсутствовала. Вот. Вода вот проходит беспрепятственно в транзитном То режиме. есть раньше хуже Угрозы было? нет. Что вы будете с этой дорогой делать? Что вы будете делать здесь вообще? Сколько лет я буду еще здесь тонуть? Мои дети будут вот так и ходить по болоту поэтому? Вы вот каким? Скажите мне, пожалуйста, что вы сделаете с моей вот этой Вот смотрите, дорогой? у вас вот промежуток времени, который пройдет, вот сейчас вот, ну вот это осенне-весенний период, она пройдет, мы ее подсыпаем каждый, вот как начало лета, мы ее подсыпали. В прошлом году мы подсыпали, если я не ошибаюсь, На где-то начало в сентябре месяце мы На подсыпали. начало лета. Вам Вот подсыпали это здесь, вот это вот смотрите, ну видно, что подсыпанная дресва, это все подсыпанная дресва. Ну это у нас дороги такие. В прошлом году, в этом году еще весна только наступила. У вас запланированы вот эти Конечно, мы подсыпки, запланировали. да? У нас подсыпка везде запланирована, на градировании подсыпка всех улиц. Между Акимом и местной жительницей выдался горячий спор, и он быстро вышел за
границы одной улицы. Вспоминает и неубранный снег, плохие дороги, вывоз мусора и городской автобус. К нему у местных, кстати, есть вопросы. Ходит транспорт не по графику, автобусы не первой свежести, а остановки, возможно, и даже не второй. И вот их обновление, сказали нам в Акимате, планируется, но бюджет сейчас ограничен, поэтому работы по восстановлению будут частичными. В прошлом году перевозчик не мог найти водителя. 3 месяца почти у него водителя не было. Никто не шел на категории D. Ну, понимаете, автобус, чтобы ездить, категории D есть. Не было водителя, который можно... Ну, подрядчик потом нашел, но это подрядчик, я же говорю, ЖКХ. Ну, не мои подрядчики. Я просто, что они это район? Да, в районном. Просто, что они находятся в городе, я их постоянно... люди обращаются, вот автобус не ходит, мы эту проблему решаем. Ну а потом мы отправились вслед за Акимом, чтобы увидеть, как большая вода зашла в город. Это район новостроек, и к нему ведут ямы до колдобины. Вот здесь вот асфальт резали. Я туда влетел, чуть машину не угробил. Судя по всему, дороги будут ремонтировать, как справиться с другой большой проблемой – это водой. Мы сделали и с той стороны обвал города, оттуда тоже хороший поток воды идет, но оно все равно проскакивает. Если вы, вот видите, вон ветровые стоят же, это вся вода, оттуда все талая вода приходит в город. То же самое вот по Ибраеву, который вы сегодня были, там тоже асфальт проложить, смысла нету, она ее смоет просто-напросто. Хотя вот здесь тоже асфальт лежит, он ее смывает. Видите, вон там вода уходит. Ну вот в случае Алены, что можно сделать, чтобы она не жаловалась? Ее надо возле дома, ее хорошо подсыпать. К ней рядом соседи, никому не заходит вода. Никому не заходит вода. Вот рядом соседи стоят же. Но они говорят, заходят. Не заходят ни у кого, мы же у всех были. Они же никто не это. Это сейчас они, я не знаю, во двор заходит, я согласен, во двор. Но в дом, кроме Алены, никому не заходила в дом вода. То есть они сами должны там подсыпать? Ну, по идее, да, возле домов своих они должны, каждый себе должен подсыпать. По улице мы отсыпали. В прошлом году и арык копали, и отсыпали. Вот этим девушкам явно не повезло. Они ночевали в гостях, вернулись, а вода отрезала им путь к дому, да еще и с младенцем на руках. Бегать, смотрите, яма там. Сюда лучше. Ко мне, ко мне. Давайте я подержу ваши сумки. Так. Вы мне на спину сядьте. Подумайте, лодка, возможно, вам тут пригодится. Сапоги. Удачно им доплыть. После вызволения девушек внимание снова на хлынувшем потоке воды. Аким показывает на трубу, которая его выводит из степи. Но поток слишком быстрый, и часть воды все равно просачивается в город. И несмотря на обвалы и какие-то арыки. Но вот для временного контроля воды здесь применяют мешки с землей, чтобы она не затопила Ерейментау. Кстати, в нем живет сейчас более 12 тысяч человек. Со степи, когда выходит вода, это очень такая Если вы в город заезжали, видите, весь наш город стоит в низине. Да. В низине. И вся вода со всех степей идет к нам. Ну что, вы сами все видите. Большая вода заходит в Ерейментау. И местные власти говорят, что сейчас самое главное сделать все, чтобы вот этот вот поток, он не вошел в город и не подтопил еще больше домов.